В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях этого вторника. С вами Василий Радченко. Смотрите в программе. Начало учебного года пройдет в условиях пандемии с некоторыми коррективами. Эта тема стала центральной и на традиционном августовском совещании работников образования. В районе Жатая во время ночной пересменки пропал член экипажа теплохода Петр Бекетов. Яйцо молодых кур начали производить в птицеводческой ферме села Арылах Мирнинского района. Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство. Об этом рассказали в Минпросвещения России. Профильными ведомствами даны все необходимые установки регионам, а там проведена работа, чтобы процесс учебы протекал при полной защите здоровья учащихся, педагогов и всех, кто связан с этим процессом. Также сообщается, что все меры по здоровьесбережению в образовательной среде применяются в соответствии с предписанием Роспотребнадзора. Эпидобстановка в Якутии, по данным оперативного штаба, продолжает оставаться напряженной. За сутки выявлено 45 новых заболевших коронавирусом. Из них 21 в Якутске, 3 в Хангаласском районе, в Амгинском, Верхневилюйском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Намском, Нерюнгринском и Оленёкском районах по 2 заболевших. И единичные случаи в Алданском, Нюрбинском, Сунтарском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах. 2 человека скончались от коронавируса за минувшие сутки в Якутии. Напомним, что накануне глава региона своим указом утвердил меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции при организации образовательного процесса в республике в новом учебном году. И в оперативном штабе объяснили, как будут учиться дети с 1 сентября. Фактически по традиционной форме образовательный процесс начинается во всех муниципальных образованиях. В тех муниципальных образованиях, в которых по количеству учащихся не являются достаточными площади, соответственно, будет применяться очно-заочная форма. А сама заочная или так называемая дистанционная форма может применяться только в 2 случаях. Если решением оперативного штаба Наслега района или республики в населенном пункте объявлен карантин. И может быть непосредственно исключительно дистанционная форма у класса, если в классе выявлен заболевший больной. То есть вот на сегодня такова схема, по которой пойдет обучение в наших школах. Обязательными будут являться также требования по термометрии и по как можно большему разделению потоков детей в пределах одного учебного заведения. С 1 сентября мы планируем к открытию и детские сады республики. Соответственно, с теми же правилами, которые предписывает сегодня Управление Роспотребнадзора республики. Развитие системы образования в новых условиях стало ключевой темой традиционного августовского совещания. На нем собрались работники образования региона, а также представители правительства и депутаты. Дискуссии продлятся 2 дня. Ульяна Шагина расскажет, что уже успели обсудить и какие вопросы стоят на повестке. По итогам прошедшего учебного года республика вошла в 5 лучших среди субъектов Российской Федерации по организации образования в период пандемии. Увеличение количества стабальников за ЕГЭ, больше половины региональных учителей смогли внедриться в дистанционное обучение. Последний показатель выше, чем в среднем по России. Тем не менее и здесь есть над чем еще поработать. Нам надо оказывать помощь нашим образовательным организациям, нашим родителям. В первую очередь я попросила председателя правительства, чтобы просмотрели вопрос субсидирования тарифов именно интернета, потому что для нас это очень актуальная проблема и вообще для обеспечения доступности образования, потому что интернет не везде он хороший, не везде он скоростной и не везде доступный, даже в том смысле, что некоторые дети не обеспечены оборудованием, компьютерами и так далее. Система образования, так же как и система здравоохранения, одна из самых пострадавших отраслей во время пандемии. В этой связи вопросы финансовой поддержки образовательных программ, поднятия статуса учителя – существенное звено в сегодняшних реалиях. Именно финансированием. Сегодня недостаточно финансирования. Мы знаем дефицит бюджета, но тем не менее мы должны
все вместе единым фронтом, да, помогать системе образования. Не только финансированием государственных ведомственных программ, да, но и поддержкой там, национальных проектов и так далее. И в то же время меценаты, спонсоры и так далее, чтобы тоже помогли системе образования. В течение 2 дней онлайн-площадки соберут более 9 тысяч педагогических работников со всех муниципальных образований региона. Порядка 50 актуальных тем, среди которых кадровые вопросы, сессия по формированию нового типа мышления, обсуждение программы «Земский учитель», организация нового учебного года. В целом в стране, конечно, идет подготовка о организации обучения в смешанных формах. Это проведение занятий в очной форме непосредственно в образовательной организации, но для снижения количества одновременно пребывающих детей, то есть людей в образовательных организациях, вывод определенных предметов на дистанционные формы обучения. По итогам 2-дневной работы будет сформирована общая резолюция совещания, сформированы конкретные предложения для всех уровней системы образования. Ульяна Шагина, Владимир Павлов, Якутск. О том, все ли готово к началу учебного года в Нерюнгринском районе, расскажет Тамара Игнатьева. Средняя школа номер 2 имени Максима Амосова полностью готова к принятию школьников. Опираясь на требования соответствующих органов, администрация учебного заведения выбрала вторую модель обучения. Учебный процесс будет организован в одну смену. Количество детей позволяет нам рассадить их в кабинеты по школе в одну смену с использованием ступенчатого метода начала занятий. Начало уроков будет осуществляться в 8 часов, 8:30, 8:50, 9:20, 9:50. Таким образом, все дети будут обучаться очно по традиционной модели обучения. Для обучения школьников ведут кабинетную систему, где за каждым классом будет закреплен свой отдельный кабинет. Также обучающиеся не должны будут пересекаться во время перемен. При этом внеурочная деятельность будет проходить дистанционно. Подобную модель обучения выбрали еще несколько школ Нерюнгринского района. Остальные школы разработали свои специальные режимы работы. Занятия будут начинаться у нас с 8 часов, в каких-то школах заканчиваться будут в 16 часов, в каких-то школах 18 часов, в зависимости от наполняемости школы. Но на сегодняшний день мы планируем все занятия проводить онлайн в школе. Конечно, ситуация неоднозначная, поэтому здесь и рассмотрели ситуацию, когда школа может перевести на дистанционное обучение по каким-то отдельным предметам. Для создания достаточной иммунной прослойки в этом году поставлена задача привить от гриппа 60% населения, чтобы ситуация с ковид не усугубилась еще одной инфекцией. Буквально с первых дней учебного года родителей попросят подписать соглашение на вакцинацию детей. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. В правительстве России к 1 сентября подготовят план достижения национальных целей. По словам председателя правительства Михаила Мишустина, проекты необходимо внести в сжатые сроки. До 1 сентября будет проработана структура единого плана достижения национальных целей развития до 2030 года и перечень мероприятий. По словам премьера, его необходимо наполнить понятными результатами, а также четкими сроками их достижения. Глава Кабмина попросил вице-премьеров взять эту работу на личный контроль. Заявление на получение детской выплаты в 5 и 10 тысяч рублей можно сдать до 30 сентября. Об этом напомнили в Пенсионном фонде России. Данные выплаты производятся с апреля 2020 года по указам президента на детей до 16 лет. Заявление подается через портал госуслуг или путем личного обращения в территориальные органы Пенсионного фонда. Право на выплату также имеют дети, находящиеся под опекой и попечительством и проживающие в детских домах. По данным якутского отделения фонда, по ежемесячной выплате 5 тысяч рублей принято почти 39 тысяч положительных решений. Выплаты в 10 тысяч рублей получили почти 200 тысяч детей. Член экипажа теплохода Петр Бекетов пропал с судна после пересменки в Якутии. 21-летний электромеханик исчез в ночное время. Судно находится на рейде возле поселка Жатай. По факту происшествия проводится проверка. По данному факту Якутским следственным отделом на транспорте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка. В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
А следствие обращается к тем, кто владеет информацией о возможном местонахождении пропавшего. 2000 литров этилового спирта изъяли у жителя Якутска. 39-летний мужчина приобрел его для незаконной реализации, сообщает МВД по региону. Спиртосодержащую продукцию он перевозил на арендованной грузовой машине, из которой оперативниками при поддержке бойцов Росгвардии было изъято 400 пластиковых канистр объемом 5 литров каждая. По результатам исследования было установлено, что в емкостях находится 2000 литров этилового спирта стоимостью 114 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство и оборот этилового спирта». Мужчине грозит лишение свободы на срок до 3 лет. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Полицейские также задержали более 40 подростков в ходе ночного рейда в Якутске. По данным инспекторов, 2 из них были в состоянии алкогольного опьянения, 10 приехали из районов республики. Составлено 28 протоколов об административном правонарушении. В районы республики направлено 10 материалов для привлечения к административной ответственности родителей приезжих подростков. Отмечается, что за летний период проведены 34 ночных профилактических мероприятия. Сегодня ночью в столице ограничат водоснабжение. С 22 часов до 6 утра завтрашнего дня будут проходить ремонтные работы. Дома и районы, подпадающие под ограничения, сейчас на ваших экранах. Это некоторые кварталы Центрального, Губинского, Октябрьского, Промышленного, Строительного округов. Также 202 и 203 микрорайоны, Молокозавод, ЕКСМК и другие. Жители одного из домов в Якутске столкнулись с серьезной проблемой. По их словам, в многоквартирном здании Каландрашвили 25А. 20 квартир занимают семьи, в которых есть инвалиды. Однако пандуса к их подъезду нет. Да и лифт на некоторых этажах не останавливается. В ситуации разбиралась Полина Долинская. Мы находимся на улице Каландрашвили, дом 25А, который располагается в живописном месте нашего города в районе озера Сайсары. Ни для кого не секрет, что прогулки на свежем воздухе, они способствуют скорейшему выздоровлению. Но жильцам этого дома совсем не для прогулок. Именно в этом доме проживает 20 семей по социальному найму, то есть семьи, в которых есть маломобильные и малоподвижные граждане, взрослые инвалиды, а также дети, которые страдают ДЦП. 16 ступеней, и вы можете оказаться на улице. Но даже это количество очень большое и непреодолимое препятствие для того, чтобы подышать свежим воздухом. В основном дети-колясочники, взрослые колясочники проживают, поэтому во втором подъезде очень трудно продвигаться. Наши дети вообще не ходят, не гуляют на улице, все время дома сидят. Поэтому хотели бы попросить, чтобы пандусы сделали. И на втором этаже у нас лифт тоже не работает. Например, у меня ребенок 15 лет, все время таскаю на руках, на спине. 2 года назад случилась в семье беда. Муж заболел, у него геморрагический инсульт, он у меня парализованный, прикован к постели. И 2 года назад, как сюда переехали, и проживаем здесь в Якутске. В прошлом году мы получили вот эту квартиру в соцнайм. Ага, 2-комнатная квартира, замечательная, на 7-м этаже. У нас 2 несовершеннолетних детей, подростков и муж. И получается, я ухаживаю за мужем, работать не могу, мы живем только на пенсию. Из этого минус аренда, минус за лекарства, которых, как всегда, в аптеках, то есть в поликлиниках нет, покупаем все сами. Ну, в общем-то, так живем. Это история только 2 семей, а их в этом доме 20. Квартиры были выданы республиканским ипотечным агентством под социальный найм. Многие семьи, которые живут только на одну пенсию, исправно платят арендную плату. Но, как оказалось, отсутствие пандуса – это только верхушка айсберга всех проблем. Вот нам недавно тоже позвали нас, РИА, республиканское ипотечное агентство, на подпись собрать, чтобы на дополнительное соглашение. А там было написано то, что как нам объяснили, РИА взял кредит под залог наших квартир, и теперь в любое время нас могут выселить. А мы не знаем, если даже зимой у меня договор, например, в декабре месяце, если они скажут нас выселять, мы не знаем, куда идти. И всех, кто тут проживает по соцнайму, всех тоже насильно сказали подписаться под этот, договор. Истории этих хрупких женщин с сильным характером не могут оставить равнодушным. Наша съемочная группа еще вернется к этой теме. Мы постараемся помочь решить вопрос жильцов этого дома. Полина Долинская, Джулус Иннокентьев, Якутск.
В Мирном с 1 сентября вводится дополнительный рейс по маршруту Мирный, поселок Алмазный, село Арылах. Нововведения приняты для удобства школьников из близлежащих поселений. Отныне с окончанием первой смены учащиеся смогут вернуться домой без длительного ожидания. Таким образом, количество рейсов 101 маршрута увеличится до 9 в день. Также учащиеся, которые проживают в отдаленных микрорайонах города Мирного, из семей с невысоким доходом, получат начисление материальной помощи на проезд в городском пассажирском транспорте. Муниципальной программой предусмотрена оплата 450 поездок. Величина прожиточного минимума составляет в среднем на душу населения 17 386 рублей. Мы умножаем эту сумму на 1,5. У нас получается практически, наверное, чуть больше 26 тысяч. Это на человека в среднем. То есть, допустим, если взять семью из 4 человек, то получается, что совокупный доход семьи здесь должен быть не выше порядка 104 тысяч. Если раньше получали вот эту меру социальной поддержки только малоимущие семьи, то потом мы, скажем так, расширили немного круг, и уже большее количество граждан может претендовать. Если кто-то сомневается, подходит он или нет, также можно к нам обратиться за консультацией. Мы всю подробную информацию можем подсказать. О птицеводческой ферме села Арылах начали производить яйцо молодых кур. Работники предприятия говорят, что продукция своего рода бесценна. Почему они полезны и чем отличается яйцо молодняка, узнала Ивана Филиппова. Этих красавиц еще в апреле привезли из города Якутска. При хорошем питании уже через 5 месяцев они начинают нести яйца. Пока молодые курочки дают мелкие яйца, но они вдвойне полезнее, чем у особей постарше, говорят работники фермы. В них содержится максимальное количество микроэлементов. Весь тот запас, который она питательных веществ, собственных, силу организма получила за первые 5 месяцев своей жизни, она сейчас вкладывает в первые яйца, которые мы видим. Поэтому в ближайшее время на прилавках магазинов уже будут появляться эти яйца. И я прям рекомендую горожанам не обходить их стороной. В период разноса очень часто курочки дают яйца и с 2 желтками. Их также запустят в торговлю. Это очень интересно для детей. То есть в одном яичке как будто 2. Уборка клеток, подача корма и сборка яиц – все автоматизировано. Поэтому для содержания цеха в 42 тысячи голов требуется всего 1 специалист. Чтобы куры неслись круглосуточно, созданы условия. Кормим 2 раза в день. Кормление у нас сейчас идет очень хорошее, все свежее. На птицеводческой ферме автоматизировали процесс маркировки. Если раньше все это приходилось делать вручную, то теперь принтер наносит маркировку за считанные секунды. Прибор заправляется экологически чистыми чернилами, которые не способны навредить продовольствию. На маркировке мы уже указываем не только категорию яйца, но и указываем производителя, акционерное общество Сахаплемобъединение. В планах предприятия автоматизировать и процесс сортировки яиц. Такие изменения позволят снизить затраты. Ивана Филиппова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». В Якутске состоялось торжественное заседание, посвященное 320-летию Спасо-Зашиверской церкви. Встреча прошла в режиме видеоконференц-связи с участием ученых, представителей власти и церкви из Москвы и города Новосибирска. Напомним, Спасо-Зашиверская церковь является памятником архитектуры федерального значения. Построенная в начале 18 века на территории современной Якутии, осталась заброшенной, предположительно из-за эпидемии оспы. Полвека назад ученые бережно разобрали постройку, перевезли под Новосибирск и отреставрировали. Участники торжественного заседания еще раз вспомнили историю города, поговорили о ее культурно-историческом значении как для новосибирцев, так и для якутян. Кроме того, для собравшихся провели прямую трансляцию колокольного звона Спасо-Зашиверской церкви. Роль и значение города Зашиверска в целом освоении Сибири имеет огромное значение. На территории современного Момского улуса был расположен город Зашиверск, который был и транспортным узлом, и торговым центром. И сегодня, к сожалению, этот город уже прекратил свое существование, но тем не менее историческая память, она восстановлена. Восстановлена путем сохранения и создания церкви того периода. И сегодня мы говорим слова благодарности научным работникам, которые организовали исследование этого явления.
Помимо этого состоялось торжественное вручение фотовыставки «Зашиверск от Якутии» Музею истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока в Новосибирске. Также прошло награждение наиболее отличившихся якутян, проживающих в Новосибирске. Так, указом главы Якутии почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения» вручили первому директору Института разработки средств медицинской диагностики компании «Вектор Бест» Алексею Амосову. Благодарственные письма председателя Госсобрания Илтумен получили ветеран Великой Отечественной войны Петр Портнягин, директор Сибнордтехкомплект Тимофей Тимофеев и другие. На этом программа подошла к концу. Спасибо за внимание и до свидания.